Зашла, повторно зашла. У нас технические проблемы опять, но мы учимся. Учимся пользоваться интернетом, только-только учимся, сидим в карантине. Работаем через онлайн. Ой, молодцы, молодцы. Привет, привет, привет еще раз. Благодарю за внимание. Ждем Людмилу. Так, что я начала? Это продукт, еще раз говорю, не лекарство, не БАД, а продукт правильного питания. Из овощей, грибов, трав, ягод, лекарственных растений, фруктов. Вот одна капсула, да? Одна капсула заменяет 30 килограммов овощей, фруктов, из растительных компонентов. Профилактирует около 700 заболеваний. Очень хороший продукт, людям очень помогает. Так, еще у нас есть... Вот. Слава Богу! Добрый вечер! Вечер добрый. Ага. Кое-как присоединилась. Никак не получалось. Так, еще раз представляю Людмила Андреевна Неустроева с города Якутска. Я знаю, что ты педагог, ты всю жизнь работала педагогом и родилась в Алтае, выросла в Алтае, в красивом крае. Ага. Так, еще что я знаю, ты партнер компании Беспепи, обучаешься в нашей любимой Академии «Успех вместе». И, меня очень, мне как-то удивляет, или как-то, как сказать, может, неправильно, да, говорю, но ты учишься вот этим современным технологиям, да? У тебя есть Инстаграм, даже ты обучилась в курсе, да, каком-то компьютерном, несмотря на свой возраст. Вот. Да, говорят, возраст это не проблема. Возраст это не, как говорят-то, мои года, мое богатство. Да, сейчас такое время, что нужно обучаться, и потом вся медицина говорит о том, что если вы не будете напрягать свой мозг, свой ум, тогда старение будет быстрее, а никому не хочется стареть, и мне в том числе. Вот, Да. поэтому я вот себя мотивирую тем, чтобы мой мозг работал нормально и не старел, поэтому овладеваю постепенно этими знаниями. Конечно, как говорят, еще раз повторюсь, возраст солидный, и получается не так быстро, как бы хотелось. Но у тебя Тем очень не хорошо менее. получается. У тебя очень интересная лента в Инстаграме. Спасибо. Я стараюсь. Вот. У нас сегодня с вами тема о здоровье, да? Вот. Я, наверное, немножко расскажу, может быть, чуть больше, чем немножко, с чего все это начиналось, да? Вот. Я где-то лет 20, может быть, с лишним назад у меня был очень серьезный диагноз. Коксартроз левого тазобедренного сустава. У кого артрозы и прочее, они знают, что это такое. Это ужасные боли. Я не могла садиться, вставать. Это очень больно было. А уж спускаться с лестницы, подниматься на лестницу, входить в автобус, это вообще были мучения. Естественно, как все мы, побежала к врачам.
очень много мне препаратов назначили, я их как послушная пациентка, клиентка, их принимала, и в результате через месяц у меня началась крапивница. Это когда дотронешься до тела, где-то там немножко поцарапаешь, и получаются такие вот вздувшиеся волдыри. Это было ужасно. Потом я пошла к врачу и говорю, вы знаете, вот так и так и так. Улучшения, говорю, я не чувствую, а вот это, говорю, у меня вышло. И врач, невролог, почему я к неврологу попала? Ну, видимо, отправил меня терапевт или там кто, я сейчас уже не помню, столько лет прошло. Она и говорит, бросай все лекарства, выброси их. Я так на нее глаза округлила, думаю, это мне врач говорит. И начни другой образ жизни, поменяй образ жизни. Я долго думала, как это поменять образ жизни. Ну, в общем, в то время очень распространены были различные издания газеты, в том числе газеты «Советский спорт». И мы ее выписывали. Там была рубрика «ЗОЖ. Здоровый образ жизни». И я очень заинтересовалась, там были очень хорошие советы. Я искала вот именно, как решить мне мою проблему, как мне убрать эти боли. Я постепенно, находила, выбирала самое лучшее, самое приемлемое для меня, доступное. И постепенно, и что самое главное, вот там было написано, рекомендовано начать с физических упражнений. И я действительно потихонечку стала помаленьку немного, несложные, постепенно. И вот, вот уже более 20, может, скоро уже и 30 лет, как я эти упражнения и делаю. Конечно, я их увеличивала, и нагрузки увеличиваю, и до сих пор увеличиваю. Вот. Естественно, одних-то упражнений недостаточно было, да? Вот. Я начала искать, что еще-то можно употреблять. Травы, там вот было много рекомендаций. Потом вот в то время уже начались БАДы, начали распространяться. Одна компания, другая. Сначала я отечественных производителей нашла, попробовала, как-то не очень впечатлили они меня. Потом пошли уже вот Vision была компания, потом вот, по-моему, которая вот сейчас у нас наравне с нами-то параллельно идет. Я к ней, критически относилась к иностранным, американским, всяким разным, осторожно, да. И мне понравилось в то время наша российская, уральская, по-моему, на продуктах пчеловодства. У них была очень хорошая, замечательная линейка. Но где-то, да, я пользовалась ею, наверное, года 3. И действительно очень хорошая, помогала просто тоже супер. Но потом там очень... Почему? Видимо, она тоже на долларах была завязана, и цены взлетели в 3 раза. Конечно, я говорю, я не могу, это слишком для меня дорого, и я перестала. И только держалась на физических упражнениях. И вот как раз в 18-м году, да, я услышала о наших капсулах, об этой компании. Мне, значит, сначала... Я как в школе руку поднимаю. От кого узнали, как узнала? Интересно. Мне позвонила сначала Яна Бечунова. Один раз сообщение написала. Второй раз сообщение написала. Я отмахнулась, потому что, буквально
2 года назад я тоже была в компании, правда, она наша отечественная была. И, в общем, как-то так не особо хорошо получилось. Я думаю, все, хватит, я завязала со всеми этими компаниями и прочими, сетевыми тоже. И да, конечно, там тоже были хорошие продукты, я ими пользовалась. Но как бы уж в сам бизнес я уже все, говорю, закончила, точку поставила. Потребителем буду. И вот как раз мне, значит, еще Ирина Платоновна Севцева мне написала, 1 раз написала, 2 раз написала, потом Аяна мне позвонила. Думаю, да что же у них там такое интересное, меня это уже зацепило. Думаю, дай-ка я позвоню и спрошу. Потом, значит, Ирина Платоновна у нас кто? У нас она врач. Да, да. А Яна Бетюнова, она тоже врач. Поэтому, да. Врач. Да, и поэтому я думаю, надо мне послушать, о чем же они говорят. Что-то одна сказала, вторая сказала, 1 раз, 2, 3. Где-то это было, ну, раза 4 или 5. С первого раза я никак. Потом, значит, они меня пригласили на презентацию, которая была в первый раз в доме быта. И там вот как раз Дора Чемитовна была. Она уже была с продукцией. И я вот как раз там попробовала, услышала, вернее, не попробовала, а взяла на пробу 10 капсул. И думаю, вот я сначала попробую, а потом уже решу. Но прежде чем их принимать, я неделю штудировала YouTube. И там много-много-много-много-много прочитала, очень много действительно. И нашла статью Аэлиты Мустафаевой. Она называлась там «Врач, которая не верила». Я когда прочла вот эту статью, изучила, и думаю, если уже она, врач, сначала не верила, а потом вот начала пробовать, у нее такие результаты, думаю, дай-ка я попробую. Наук. Да, вот меня это и, как это сказать-то, но продвинуло, что ли, натолкнуло на то, что надо пробовать. И вот как раз после этого я уже вот попала на презентацию. А когда я послушала Дору Чемитовну и ее результаты, я вдохновилась, думаю, если такие серьезные проблемы, надо попробовать. И купила 10 штук прямо вот после этой же презентации. Я попробовала, потом где-то через неделю, да, на следующей презентации я уже зарегистрировалась. А тогда же очень сложно было. Как-то сайт не очень хорошо работал, там еще чего-то. Ой, так было смешно. Ирина Платоновна учила меня регистрации, а там нужно очень много сразу заходило, и он зависал прямо вот на час, на 2, на 3. А я про себя думаю, ну вот, раз не получается сразу, наверное, это плохо. Наверное, они где-нибудь потеряются, наверное, они не дойдут. Я говорю, нет, не надо. Потом она мне деньги обратно отправила. Потом я опять подумала, опять поискала, почитала. Думаю, нет, все-таки надо заказать обратно. И вот, знаете, на третий раз только получилось. Она мне уже потом говорит, так, все, если ты сейчас не будешь, я больше с тобой работать не буду. Да, так вот, она меня очень жестко поставила условия или сейчас, или никогда. Думаю, нет, все-таки надо попробовать. И вот заказала. Пришло, вот это время, капсулы-то очень же долго тогда шли, да, где-то 1,5-2 месяца. И я покупала в то время. Вот сначала 10 купила, потом 15, потом еще вот у всех, у девочек покупала, у Ольги Михайловой покупала уже. И потом уже, когда мои пришли, я так обрадовалась. И когда мои пришли,
заказ мой пришел, мы начали петь вместе с мужем. Да, он тоже подключился. Ну и постепенно, вот когда я первые 10 пропила, я сразу почувствовала через неделю где-то прилив энергии, потом раздражительность у меня уменьшилась, ушла. Ну, учительская работа, она, сами знаете, вот. И да, и работоспособность, так я почувствовала, что улучшилась. Ну, естественно, я стала дальше принимать. Думаю, это совсем незначительные, там вот то, что ушло, а все-таки у меня внутри более серьезные проблемы были. И, ну, я слушала там и молодые, и средний возраст. Думаю, а у меня-то солидный возраст, значит, у них-то быстрее все уходит. А мне надо больше на это времени, а потом они же всегда говорили, что у всех организм разный, скорость всех разная, и зависит от состояния, допустим, всех органов. Ну и я вот для себя решила, значит, вот через полгода буду ждать результатов. А потом мне Аяна говорит, не нужно ставить рамки. А я вот как-то подумала вот так, да, запрограммировала, видимо, и думаю, ну, не очень сложные через полгода у меня уйдут, а более серьезные проблемы, ну, через год я точно буду оздоровлюсь. Ну, вот так все это и шло. Вот, Но в результате что ушло? В результате вот у меня, во-первых, я уже сказала, что энергия добавилась первой, да? Работоспособность, метеозависимость прошла, головные боли меня, я была как барометр, вот за 2 суток я уже знала, что будет дождь, будет снег и прочее. Вот это вот потом ушло, и я думаю, о, снег пошел, а у меня голова не болела, вот так вот заметила, да. Потом у меня был челюстно-лицевой артроз, это когда жевать не можешь. Я прошла все стоматологии, они мне сказали, что нужно делать протезирование, а я никак понять не могла. Протезирование это чего? Это, ну, мне вот меняли там коронки и прочее, и тоже говорили протезирование, а потом уже объяснили, когда я дошла до РБ-2, челюстно-лицевая хирургия, вот, они мне сказали, что нужно удалять зубы, вот эти, которые у меня еще много своих хороших зубов, и вот именно делать уже протезы. Я так испугалась и говорю, нет, я не хочу свои зубы удалять, подожду, а вот начала принимать, думаю, капсулы, они должны мне помочь. Ну, в общем, я отказалась от этого, и на сегодня, слава богу, я жую твердое, я жую и сухари, в общем, все. Вот. Потом, значит, у меня началось, как бы, улучшилось зрение. У меня было 3,2 плюс у меня дальнозоркость, и стало 2,5. Вот. Потом, да, я ходила вот к окулисту, она мне вот посмотрела и говорит, ну, хорошо, у меня теперь такое вот очень сильно беспокоило тугоподвижность кистей рук, да? Ночью просыпалась и не могла согнуть пальцы. Вот это вот ушло как-то постепенно, и были сильные судороги ног, ночью именно. Просто страшно, ужасно. Кто с этим столкнулся, тот знает. Боли дикие. Вот этого меня прошло, я стала спокойно спать. Сон наладился. Раньше я как-то ночью проснусь и не могу, и 2, и 3 часа могла лежать. А тут сон наладился. Нормализовалось давление. Но давление у меня сначала, я начала даже с 1,6, и тем не менее у меня давление поднималось, несмотря на то, что у меня склонность к пониженному давлению. У меня обычно рабочее давление было так, 110, 115. А тут оно начало подниматься до 130. Ну, я так насторожилась, но я не бросала.
мне врач выписала вот от давления такие легкие Ларисту, я ее немножко принимала. Как только поднимется, я ее принимала. А потом оно нормализовалось, и сейчас я уже и не чувствую. Вот я с 1,6 начала, потом на 1,4, потом на 1,2, и уже потом на целую. И у меня как-то, это когда было? Ну да, январь 19-го, да? Вот после 18-го-то 19-й идет. Как-то я сильно, не знаю, или ОРВИ у меня было, скорее всего, температура у меня была 38,5, у меня ее не было последние 20 лет такой. Даже когда я в лёжку лежала, у меня всего лишь было 37,5. А здесь, видимо, организм начал сопротивляться. И иммунитет повысился, поэтому. Да, да. И я не стала никаких химических лекарств, таблеток принимать, а вот эти капсулы утром 1 целую выпью и в обед целую. Но воды выпивала где-то литр, может быть, и компоту 2 литра. В итоге, в общем, литра 3, наверное, я жидкости вот пила за сутки. И больше ничего кушать я не могла. А вот эти капсулы и жидкости. Морсы пила, морс из брусники, он же очень хороший, вот тоже, его же рекомендуют всегда. И таким образом за 3 дня я восстановилась, а потом уже постепенно и уже через неделю совсем окрепла. Вот это вот очень здорово. И потом Андреевна, я как ученица руку поднимаю, значит, у меня вопрос, да? Обострения были у вас, обострения? Были, да, и сейчас они периодически бывают. Вот раз и заболит там чего-то. Но я вот думала тоже, потому что много же слушала и презентации живые, и все, что и читала много, что капсулы, они умные, да? Вот организм сначала борется с одной болезнью, а потом как бы вот выздоравливает, восстанавливается, и когда переходит вот на другой орган, опять получается обострение. И потом я даже раньше, еще до приема капсул, врач мне, медик объясняла, понимаете, говорит, вот организм привыкает с хорошего сначала, когда что-то заболевает, он привыкает к этой боли, и он уже ее, мы не замечаем, и как бы принимаем ее как за нормальное. Как только мы поправляемся, организм переходит на более здоровый уровень, и опять мы чувствуем эту боль, потому что он опять изменяется, вот, состояние клеток. И вот это я очень хорошо запомнила. И сейчас, вот когда у меня там чего-то опять заболело, а потом думаю, ага, хорошо, значит, мы переходим на другой орган, значит, он будет восстанавливаться. И... Хорошо, да, радуешься, да? Да, конечно. И вот летом уже работала, летом вот 19-го на огороде, у меня был хронический радикулит. Я в детстве как бы сорвала спину, тяжесть подняла очень не в удобной позе. И вот это вот на протяжении 50 лет он меня мучил периодически. А летом, вот, это сколько прошло с декабря, когда я по 1 целой начала, где-то 5-6 месяцев, да, и я на огороде работала уже без проблем, спина меня не беспокоила. И я так думаю, ой, я же как только на грядках поработаю, все, я не могу на следующий день разогнуться. Не то, что на следующий, я с этой грядки-то на четвереньках сползала. А здесь нормально. И сижу там, как вот прополку делать, что 5-10. Вот. И очень даже порадовалась. Думаю, о, какие у меня здорово-то, оказывается, работает. А ну, знаете, что интересно? Вот даже на протяжении вот этого времени, да, у меня периодически сомнения были. Ну, думаю,
Может и не помогает, может быть, там чего-то, да, может, оно не до конца, а потом вот дальше одно уходило, другое уходило. Потом в 17-м году я делала операцию. И память в течение года, особенно первые полгода, вообще никакая. Как чистый лист. Вот я взяла там чего-то, пошла в комнату, не помню, зачем я пошла, чего я хотела. Абсолютно. Вот как белый лист. А здесь я уже начала замечать, ага, я пошла, ну да, может, и забыла. Так, зачем я пошла? Сосредоточилась где-то секунд несколько. А, вот это же я хотела. То есть она уже начала восстанавливаться. Ой, я так радовалась, потому что это ужасно, когда не помнишь. Да, конечно. Да, ага. И, значит, потом у меня были, вот что такое поперечная плоскостопие, понятия имеете. Подошвы у меня так сильно болели, что я вот даже наступать на них было больно. А уж не говоря о том, чтобы подбежать к автобусу, да? Иногда же приходится там остановки. Какой я с таким трудом ковыляла. Вот по-другому не могу сказать, точно ковыляла. И вот это вот прошло тоже прекрасно. Интересно. Так, да, много вот чего. Сейчас я тут свою шпаргалочку вот возьму. Чего там у нас еще? Человек забывает, когда все хорошо оказывается. Да, да, когда радуешься. Что у тебя было? Ага, Очень, забывай. очень порадовалась. Я в феврале, вот, когда начала немного получать уже результаты, скажем так, да, я прошла диагностику. Вот Максим Никитич делает же у нас на аппарате, делал, да? Вот я к нему обратилась, мы сделали с ним. Ну, он так говорит, да, говорит, ваше состояние, ну так, на троечку, удовлетворительное. Ну, я тогда говорю, ничего, со временем я побольше времени пройдет, и мои все проблемки уйдут. Я с ними справлюсь. И где-то в октябре я из любопытства опять, я говорю, можно сделать еще раз? Конечно, с удовольствием. И он мне сказал, о, дорогая, у нас какие сдвиги хорошие. Во-первых, я проходила МРТ головного мозга, и мне сказали, что у меня там такой очаг небольшой обызвествления. Вот. И в детстве у меня была сильная травма. Я падала с качелей и ударилась о землю головой. У меня было или сотрясение мозга, или ушиб головного мозга. Короче, промежуток 6 часов у меня была сильнейшая амнезия, я вообще ничего не помнила. И потом, как мне подружка сказала, вообще несла какую-то чушь. Вот такое вот было. Это же очень серьезная травма получается. Это очень серьезная травма, но мы тогда жили в деревне, врачей и больниц тогда не было, там был только один фельдшер, а подружка моя испугалась и не сказала, что случилось, а я тем более не могла объяснить, у меня там все, видать, перемешалось, каша была, но все-таки в деревне воздух свежий, да, свои натуральные продукты, короче, вот это прошло у меня, но в школе первый год, наверное, у меня были проблемы. Я забывала вот, ну, уроки. Вот, допустим, учу, но я тогда-то не соображала, что это может быть следствием вот этого. Ага, уроки учу, к доске выйду, ничего не помню. И у меня, вот сейчас я вспомнила, у меня столько двоек накопилось. Потом... Бедная. Ага, да, вот этот вот такой был. Но потом, видимо, окрепла я или как. Но на следующий год, во всяком случае, уже было лучше. И уже в студенчестве, ну, нормально,
конечно, я отличницей не была. Это, видимо, все-таки вот это вот следствие вот этой травмы, оно продолжалось. И, ну, все так постепенно ушло, как-то более окрепла я, там, ну, во всяком случае, молодость же. Да, спортом занималась я, очень активная была. И, ну, немножко отступление это было. Вот к этому аппарату перейдем. И вот в октябре я снова сделала. И он говорит, если раньше вот на первом снимке у вас, говорит, верхняя вот эта вот часть головы, она, говорит, была закрашена в красный цвет. То есть там была проблема. А сейчас, говорит, она посветлела. И я ему как раз вот об этом сказала. Он говорит, ну так вот, капсулы-то, говорит, начали действовать, оно начало рассасываться, вот это пятно, как мы его назвать-то, вот то, что было в голове. И, естественно, поэтому, говорит, ваша память начала улучшаться. Ой, я так обрадовалась. Думаю, ну вот, точно. Вот я уже сказала, что через год точно мои проблемы уйдут. И вот как год исполнился, да, приема капсул, я точно себя почувствовала здоровой. Вот, не надо никогда ставить программу. То есть просто нужно говорить, с каждым днем я здоровею, с каждым днем я молодею. Это вот на капсулах Олев-8, Акселерей, вот который, да, меня очень, еще я прошла анализы. И вот меня очень обрадовало то, что врач мне сказала, значит, у вас очень чистый кишечник. Нет ни патогенных бактерий, ни микробов, ни следов паразитов. А я про себя-то и думаю, так я же Акселерейт принимаю. А он вот как раз недавно вот опять перечитала, в нем гуминовая кислота, которая захватывает, вот она поступает только именно с этим продуктом и захватывает вот эти вот все бактерии, которые плохие, и их выводит, вот, да, вот. И я думаю, ой, как здорово-то, это вот точно за счет этого мой кишечник чистый. Вот. Такие вот хорошие. Да. Вот. Ну, мы всей семьей принимаем-то. Вот. У нас еще есть время? Да? Есть, да. Людмила Андреевна, Ирина Платоновна говорила, что у вас еще какие вот трясучка была из-за чего-то. Да, сильный был кистей рук. Значит, вот когда я начинала писать, я никак не могла. У меня вот рука на одном месте как бы как это сказать, застывала, что ли, а дальше вот никак не могла сдвинуться. Сейчас уже лучше. То есть я пишу медленно, ну, как бы хотелось же быстро, как раньше в молодости, но сейчас уже, ну, во всяком случае, ровно, и я на одном месте не торможу. Вот это вот тоже улучшилось. Я не хочу сказать, что оно прямо вот восстановилось до молодости. Нет, но оно, во всяком случае, стало лучше. Вот такое. Что хотела я сказать? Ага. Тебя не видно стало. Ой, куда делась? На что? Только слышно. Да? Куда перезайди, выйди обратно. Ну, я тебя отключу. Опять у нас с интернетом проблемы. Вот какие результаты классные получают наши партнеры, ученики Академии Успех Вместе. Так, я ее пока не вижу. Так, добавить. Я ее помню, как всегда говорит наша Дора Чемитовна, да? Она
Бабушка бабушкой пришла. Вот так она всегда говорит про Клавдию Михайловну и Людмилу Андреевну. Бабушки бабушки были. А сейчас они девушки. Вообще изменились очень. Очень изменились. Мы же видим, я уже их давно знаю, поэтому могу сравнить. Жаль, что фотографий нету до и после. Ага, ожидание Людмила. Стоит и стоит. Кто-то лайкает и лайкает. Очень приятно. Девочка, очень приятно за комментарии. Всем спасибо. Приятно. Да, очень изменились. А вообще-то интересно, вот этот кокс-артроз от чего бывает? Артроз вообще. Из-за нехватки, наверное, да, минералов, витаминов, кальция. Угу. Так, Людмила опять не может. Так, интернет. Вчера тоже проблемы были с интернетом. Угу. Ага. Вот. Ага. Получилось. Ага. Вот когда пришел вот Редживеней, да, вот я сразу его заказала и тоже начала принимать. Вот. Ну, да, во-первых, чувствуется, я даже по себе, вот сейчас на это время, конечно, не сразу, у нас же очень медленно восстанавливается, но я хочу о другом сказать, как я его принимала. У меня постоянно были проблемы в носовых ходах, частое воспаление, и я не знаю, как его назвать. Либо это герпес, или это еще что, не знаю. Когда мне врач в молодости еще сказала, говорит, в наш нос очень много на кончике нервных окончаний, и поэтому нужно как бы, чтобы он всегда был здоровый. А тут у меня постоянно как картошка красная. И вот я взяла и эту сыворотку намазала в обои носовые ходы. И один день, второй день, а на третий у меня все прошло. Думаю, вот оказывается, как здорово можно его применять. Ну и еще я его использую тоже у меня на одной ноге варикоз. Вот, он сейчас уменьшился. Вот я смотрела старую фотографию, настолько там он был сильно выражен, а сейчас у меня совсем чуть-чуть, но это еще и капсулы все помогают, и вот эта сыворотка, потому что я периодически мажу. Конечно, мне жалко на ноги-то ее использовать, лучше на лицо, но иногда я использую. Думаю, это тоже нужно, чтобы от варикоза избавиться. Вот такие, так скажем, наблюдения или эксперименты со своими продуктами на своем теле. Всем рекомендуешь? Ой, конечно, безоговорочно. Это такие продукты, которые просто чудо. Я сына тоже кое-как уговорила, чтобы старшего. Ни за что не хотел принимать. Потом у него в детстве диатез был, и он вышел на локтях, чем, не знаю, экземой, псориаз или чего ли там. Ну, короче, здесь какие-то шелушащиеся было. И я начала как-то опять, он говорит, а он так сердито на меня. Вот, говорит, видишь, что из-за твоих капсул у меня на руках. Я говорю, о, прекрасно. Я говорю, принимать дальше. Я говорю, это твои детские болячки выходят. И правда, через 2 месяца, вот после высыпания, у него все стало чисто. Потом, значит, да, у него еще тоже проблемы со спиной были. И все-таки я считаю, что это действие вот этих вот, он все принимал, не постоянно, а периодами тяжести поднимал на даче. И я у него спросила на следующий день, я прямо так волновалась, что у него проблемы-то со спиной. Я говорю, как твоя спина? Он говорит, удивился, что я спросила. Ну, а я-то с той
мыслью, что, может, мало ли, там еще раз тяжело поработать. Он говорит, нормально. Я думаю, вот, результат-то налицо. Потом еще как-то говорили, а он говорит, да ну, вроде того, что... Я говорю, от одних упражнений я это на себе испытала. Вот такого результата настолько он, да, он есть, но меньше. Я говорю, это плюс дополнительная работа вот этих капсул. Ну вот так, детский тоже пьем, сама я пью, внучке даю. Вот такие результаты. Детям очень хорошо. Она у нас где-то 1,5 года назад, прямо в 1 год, дважды сильно болела, температура была под 40. Вот. А этот вот с мая месяца, как начали принимать, 19-го, когда вот он вышел, да, только что пришел этот, и во всяком случае, да, она немножко болела, но не так сильно, не так остро, не так серьезно, а большие, да, были. Поэтому продукты замечательные. Я всем говорю, я всем кричу, принимайте, приходите к нам в компанию, заказывайте продукты, потому что, ну, они действительно работают, они действительно помогают, оздоравливают, омолаживают, да? Я по себе вижу. Да. И мы все видим. Вы Очень хорошо. С Клавдией Михайловной девушки стали вообще. Да, погодите еще немножко, вообще. Я вот говорила, когда-то отключилась, Дора Щебетова всегда говорит, когда нам в презентацию пришли бабушки бабушками, теперь девушки, да? Я тоже помню. Да, точно. Вот такие. А в аптеке ходишь? В аптеке сейчас ходишь, как раньше? Очень редко, очень крайне редко. Ну, не сразу, как говорится, все эти. И потом, я вот уже сказала, что иногда же бывают обострения. Вот, я уже, ну, во всяком случае, серьезных вот таких вот лекарств, дорогостоящих, которые нам вот назначали, нет, я их не беру. Беру чего-то там, витамины плюс, там дальше того, вот чего, ну как, в капсулах у нас же 50% чего-то, да? Вот, значит, беру еще, чтобы 20% дополнить чего-то, там для, да, ну, в принципе, очень мало и несущественное. Да, сейчас вот призадумалась, да, действительно, я не использую. У меня был хронический синусит, и периодически он в гайморит переходил. И вот когда я начала их пить, вот где-то месяца через 2, через 3, у меня началось очищение. О, сколько чего там выходило. И, естественно, оно же все вместе, да? Ухо, горло, нос. Горло и нос, все связано. И вот так серьезно горло мое не болело, как раньше я была. К лору постоянно ходила, то нос, то горло, вот оно прямо это, и гормональные принимала вот тогда. Вот это было год назад как раз. Очень Такие хорошие результаты. Ага. Людмила Андреевна, мы вас благодарим. Целый час рассказываете про свои результаты. Ага. Даже не заметили, что час прошел, да? Да, я, наверное, про мужа не рассказали. Вы еще про мужа не рассказали. Ну, да, если есть время. Он операцию... Да, операция у него была в июле, а мы же с ним начали с января 19-го, и во всяком случае он ее перенес гораздо легче, потому что где-то на 4-й день
медсестра, когда меняла повязки, говорит, ой, как здорово, у вас, говорит, уже швы сухие. И мы решили, что да, это действительно вот плюс тому, что принимал капсулы, и как-то вот восстановился он уже где-то через 4 месяца. А не через Здорово. полгода, как нам А говорили. у него же серьезная операция была. Да, эндопротезирование тазобедренного. Поэтому так вот. Да? Вот наше чудо-клеточное питание творит такие чудеса. Всем рекомендуем. Это подходит всем. Это нужные продукты для всей семьи. Да, я вот хотела еще немножечко дополнить. Вот Grey Kids, да, говорят, что это детское питание, а я бы сказала, что, ну да, и не я только, я на своем опыте хочу сказать, что оно очень хорошо, во-первых, оно более мягко, скажем так, да, действует на организм. И в нем же, Надежда Андреева же сказала, что в нем очень много гриба шиитаке, да? А он делает наши стенки сосудов более эластичными. Так вот, я связываю то, что я применяю сыворотку, и вот это пью Grey Kids, вот поэтому мои венки начали улучшаться, уменьшаться, скажем так, да? Варикоз. Да, варикоз начал постепенно уходить или уменьшаться, или как, короче, сосуды восстанавливаться, правильнее сказать. Ну, у нас вот... у всех... Ага. Вроде все рассказала. Ага. Спасибо, Людмила Андреевна, благодарим. Очень хорошие результаты. И у всех у нас есть вообще ошеломительные результаты по всем, да, до онкологии даже есть результаты. Поэтому свяжитесь с нами, те, кто хочет быть здоровым. Те, кто здоровые, это значит счастливые, да? Да, конечно. Спасибо, что пригласила меня. Я с удовольствием поделюсь своими результатами. Как говорится, мне не жалко. Пусть другие знают, что эти продукты действительно работают. И работают на все 100. Вот, сказала, даже на 200%. Да. Всем спасибо. Благодарю. За лайки, комментарии, за внимание. Пишите в директ. У нас есть WhatsApp-группы. Можете задавать вопросы. Все, спасибо. Завтра тоже в 10 часов вечера по местному буду в эфире. Спасибо. До свидания. Благодарю.